Здравствуйте! Вашему вниманию предоставляется очередной урок русской литературы преподавателя профессионально-технического колледжа села Саржас Раимбекского района Алматинской области. Тема сегодняшнего урока, ребята, Чингис Айтматов «Жизнь и творчество писателя» и повесть Джамиля. Цель урока – знакомство с биографией творчеством Айтматова, познакомить с содержанием повести Джамиля, решение вопросов нравственного воспитания. Чингис Туреклович Айтматов, он родился 12 декабря 1928 года в Аиле-Шекер, Киргизии. Под влиянием семьи будущий писатель с детства приобщился к русской культуре, к русскому языку и литературе. В 1937 году отец был репрессирован. Будущий писатель воспитывался у бабушки. Ему пришлось столкнуться с подлинной народной жизнью. Его трудовой стаж начался с 9 лет, а в 14 лет ему пришлось работать секретарем Аилсовета, решая самые сложные вопросы жизни большого села. Окончив 8 классов, он поступает в Джамбульский зоотехникум, который оканчивает с отличием, и был принят без экзаменов в сельскохозяйственный институт. В свои студенческие годы он пишет небольшие заметки, очерки, статьи и публикует их в газетах. После института Чингис работает зоотехником, продолжая писать. Широкую известность молодому писателю приносит повесть Джамиля. Она была написана в 1957 году. Луи Арагон говорил: Джамиля – самая красивая история любви на земле. Ребята, а сейчас я вам предлагаю отрывок, краткое содержание повести. В творчестве Чингиса Айтматова особое место занимает повесть Джамиля, который приносит писателю мировую известность. Ее перевели на многие языки мира. Джамиля – это повесть о любви, выдержавшей все испытания. Повесть об освобождении чувства, о победе человеческого достоинства. Здесь рассказывается о молодой киргизской женщине, которая наперекор обычаям и традициям своего народа смело идет навстречу любви, утверждает право на счастье. У нее был сильный независимый характер. Она всегда прямо говорила то, что думала. И вот однажды Джамиля знакомится с Данияром, вернувшимся с фронта по инвалидности. В нем она находит друга, способного понять ее, и человека, достойного большой любви. И вот однажды Джамиля уходит с Данияром из родного Аила. Повесть о Джамиле и Даниаре – это повесть об освобождении чувств, о победе человеческого достоинства. А сейчас, ребята, я предлагаю вам посмотреть фрагмент из кинофильма «Джамиля». Эй, Данияр, спел бы что-нибудь, а? Данияр, будешь ты петь, джигист ты или нет? Данияр! Нашла у кого просить.
После знакомства с кратким содержанием повести, после просмотра фрагмента из кинофильма, ребята, я бы хотела узнать ваши впечатления о повести, о любви Джамили и Даньяра. Постарайтесь ответить на следующие вопросы. Что вы можете рассказать о Джамиле, ее характере? Как относились друг к другу Сиид и Джамиля? Кто такой Даньяр? Как он появился в ауле? Какие темы и проблемы затрагивает автор в своем произведении? Итак, урок подходит к концу. Спасибо вам за внимание. До свидания.